Лодка у нас на самом деле одна, другой лодки нету. И вы знаете, дело не в волне. Волны, конечно, на море всегда они есть. Но самая большая может быть проблема в пробоине. В зависимости от, наверное, ситуации. Иногда, конечно, хочется уехать в горы, отдохнуть, походить по горам. Но когда работа, то надо выкладываться, надо приходить на работу. По-другому не получится, иначе никакого эффекта от твоей деятельности не будет. Надо выкладываться максимально, насколько это возможно. В данном отрезке времени это так. Я это с молодости привык, еще начиная со школьной скамьи. Спорт очень хорошо и многое давал, он дисциплинировал. Ну и, соответственно, сейчас тоже утром в одно и то же время просыпаешься, готовишься в таком режиме. Я помню время, когда в детстве практически еще тогда черно-белые телевизоры были. Сегодня уже такие серьезные аппараты, телефоны, гаджеты такие, да, которые не дают тебе просто расслабиться. Тебе надо успевать за временем, за информацией, которую мы получаем. И мы получаем информацию мгновенно. Она была там 2 минуты в Америке, и мы ее здесь получаем оперативно, быстро. Если раньше информацию перенести с одного города в другой нужно было сутки, то сейчас это все мгновенно очень происходит, и поэтому, конечно, и приходится. Но мне комфортно в этом ритме, в этом режиме. Я себя достаточно уверенно, комфортно чувствую. И, конечно же, не то, что приходится подстраиваться, это нормально. Кто-то лучше живет, кто-то хуже живет, кто-то вспоминает старые времена, особенно наши родители, бабушки, говорят, а раньше было вот так или иначе. Мы живем в то время, в котором мы живем, и мы должны этому времени соответствовать, потому что по-другому не получится. Я здесь родился в городе Сухум, пошел в школу, в садик еще ходил. Хорошее очень детство, теплое было. У нас очень теплая семья, мать, отец, сестра моя. Они нас научили жить в семье, любить друг друга. В такой атмосфере я рос. Дальше уже был спорт, была школа. Потом сложный период такой был, когда мы все понимали, что будет завтра, поэтому шли. Началась война. Мы фактически молодые ребята здесь в городе ходили, мороженое кушали, скажем так. Гуляли, отдыхали, кофе пили на нашей набережной. И на следующий день началась война. Это, конечно, очень сильно поменяло всю мою личную жизнь, мое время, моих одноклассников, вообще детей нашего двора, вообще наш, конечно, город Сухум, да и республику в целом. Конечно, это очень такой резкий был переход. Мне нравится и сегодняшний наш город, и с каждым годом он становится все лучше и лучше. Но если вспоминать те времена нашего детства, я помню, где мы сейчас сидим, здесь был кинотеатр. И отец приводил с моей сестрой, мы приходили, смотрели фильмы. Это очень хорошо в памяти отражалось. Была уверенность, спокойствие было. Уверенность была, люди занимались своими делами.
город был очень плотный такой, машина, он же сквозной у нас город был. Машины через весь город проезжали, уезжали на Армению, на Грузию, на те страны. Большие машины шли. Я помню, когда объездную дорогу начали строить, мы так все здесь радовались, горожане, что все-таки уйдут, этот поток, большой поток машин уйдет с города. Помню, на вокзале какое количество поездов приходило поезда с Грузии, с Азербайджана, с Еревана. Это разные люди были. Они все вываливались на перрон и разговаривали на разных языках. Я хочу вам сказать, что абхазскую речь в городе Сухум услышать было практически невозможно. Вспоминается такой один случай, когда я ехал домой на нашем городском транспорте. Разговаривали женщины абхазские, они сели в районе рынка и ехали на вокзал. Это я так уже потом понял. Вот, и в процессе нашей дороги я услышал, как они говорят на абхазском языке. Мне это так было важно слышать, мне это так нравилось, что я заслушался их, стоял на них, смотрел с восхищением, с любовью, с теплотой, потому что в городе абхазскую речь было услышать крайне редко. И вот в один из таких моментов, одной из остановки, это остановка почта была, вот здесь на проспекте Мира, сели женщины, грузинки, они это услышали, эту речь. И вот пока эти женщины, мы все вместе ехали до вокзала, они им не давали разговаривать на нашем родном языке. Вот это тоже, конечно, было, это у меня в памяти ребенка отразилось очень плотно и глубоко очень село. В нашем дворе, я вот говорю, разные национальности жили, и когда мы на каникулы уезжали к бабушке и дедушке, мы ездили, вот мои друзья здесь, мы, абхазы, ездили в свои деревни. Кто в Удаутский район, кто в Ачимчирский район. А в основной своей массе мои, и в том числе и одноклассники, и в том числе и с кем во дворе, они ездили в грузинские села, даже названия я их сейчас не очень хорошо помню. То есть это уже по прошествию времени я уже начал понимать вообще, что происходило в довоенном Сухуме, что происходило в нашем городе, что происходило в нашей столице. Я очень отчетливо помню времена, когда нашим абхазам приходилось силой захватывать дома, которые были распределены уже под грузин. Понимаете? Это все отражалось, это все накапливалось. Вот. 89-й год, мне было тогда 14 лет, я очень хорошо помню 89-й год, помню события, которые на нашей площади происходило. Это вот такой был, и такой был тоже довоенный, конечно, Сухум. Каждые 10 лет у нас были волнения, каждые 10 лет мы сражались за наш университет, за наше телевидение, за наши газеты. Это все вот наше освободительное, национально-освободительное движение, оно еще зарождалось после 20-х годов прошлого века. Поэтому у них была своя тема, своя задача. Они понимали, что они здесь не коренные, им надо здесь более и глубже корни пустить. Вот. Все основные такие достаточно серьезные должности были за грузинами. Вот. И у них все были возможности, но им было мало. Вот. Им было этого мало, и они вытесняли. Они не давали здесь жить, они не давали здесь разговаривать на языке. О чем они думали? Ну, это такая была политика, такая была установка. И все маломальски, начиная от ребенка и заканчивая взрослым, вот, они именно этого и придерживались. Было тяжело не только мне, было тяжело всему нашему народу и всем тем людям, которые меня окружали. Я на летние каникулы уезжал к бабушке. Меня мать туда отправляла с отцом, и мы с сестрой туда уезжали. Когда война началась, мы оказались там. Вот, это Новый Афон. Понимаете, сама атмосфера довоенная, она тебя вытянула в то, чем в последующем я уже начал заниматься. Конечно же, я молодым парнем не думал, что будет война, что надо будет в руки оружие взять. Я учился в школе, учился хорошо, и перспективы у родителей были определенные и дальше. Вот. Но вот война сама привела нас к тому, к чему привела.
Крышу красную, я помню даже отец, когда ее красил, и ржавеет крыша, ее покрывали такой специальной краской. Вот цвет у нее такой вот красный. И уже во время войны, когда я уже был на позициях в верхней зоне Эшеры, это вот в стороне гор наших, оттуда очень хорошо город открывается, он как на ладони, там можно разглядеть буквально каждый дом, любое окно можно разглядеть. И моя крыша там, конечно, тоже ярко выделялась. Я своим друзьям, своим однополчанам показывал, говорю, вот мой дом, вот моя крыша. И, конечно же, я хотел вернуться в свой дом. Хотел вернуться, хотел опять прийти в свою квартиру, прийти в свои стены, откуда я по неволе, в которые я не мог попасть. По прошествию, конечно, нам всем это удалось. Но был это очень тяжелый год. Вот. Это был очень тяжелый год. Впереди было очень долгое время нашей войны. Мы туда приходили, мы переходили в наступление. Сколько наступлений у нас было за время нашей войны. Вот. Одно из мартовских наступлений мы вообще прям, фактически я был прям под домом, но не смогли дойти уже, там чуть оставалось. И очень сложно создалась там атмосфера. Вот. Сопротивление было очень серьезно, жестко. Нам пришлось уйти с большими потерями. Вернулись мы обратно на наши позиции. Вот. Но вот со своим батальоном я туда пришел. Пришел в свой дом и в свою квартиру. Знаете, такой человек, о котором мы сейчас говорим, о Владиславе, он же тоже не появился на пустом месте. Эта система, наш народ, наша система его вырастила. Вот. Но помимо этого еще были же вокруг люди, которые ему давали эту уверенность. Очень важно это, когда с тобой рядом находятся соратники, люди, которые тебя поддерживают, которые не говорят, все пропало, все, надо сдаваться, а которые поддерживают и говорят, надо идти и двигаться. Это тоже очень важно. Помимо лидерских качеств, харизмы, вот всех таких вот очень важных, еще и мотивация важна. Потому что ты идешь за правое дело, ты идешь защищать свою страну, свой народ. Ты хочешь своей стране принести благо. Понимаете? Очень важно, когда ты делаешь это бескорыстно. Вот, мотивация здесь еще больше поднимается и вырастает. Ведь наши люди что хотят? Наш народ всегда хотел справедливости. Вот, и до войны справедливости, жить на своей территории, разговаривать на своем языке, заниматься собой, своими детьми, семьей. То же самое и сейчас. Люди хотят жить, люди хотят справедливости, люди хотят, чтобы к ним был не выборочный подход, да, а вот ко всем примерно был одинаковый. Это очень важно. Вы знаете, я вообще не сторонник что-либо скрывать и какие-то такие серьезные тайны. Есть государственные тайны, которые раскрываются уже по прошествию какого-то времени. Тогда и анализ можно легче дать. Но что касается войны, наш народ, наша молодежь, будущее поколение должны знать все. Почему она началась, какие предпосылки этому были, кто как воевал, почему произошло то, что в начале войны были те, которые сказали, нам не надо воевать, что мы можем погибнуть, наш этнос может погибнуть. Вот. А ведь если бы у нас не было войны, как бы это тяжело ни звучало, то мы бы растворились бы уже. И что было бы с нашей нацией, что было с нашим языком, что было бы с нашей письменностью, что было с нашим университетом, что было бы с нашей независимостью в целом. Ее бы не было бы вообще, мы были бы просто растворенные в большой массе населения, которое не дает тебе будущего, не дает тебе развиваться. Вот благодаря тому, что все-таки были люди, был первый президент нашей страны, с ним стали рядом соратники, и люди, наш народ патриотично настроен. Вот мы вышли
на врага, вышли практически с голыми руками. И вот своей мощью, своей напористостью, своей правдой, это очень важно. Когда я говорю о правде, нашей внутренней правде, это очень важно. Вот ей мы и победили. И те люди, которые к нам сюда пришли, они понимали, что они здесь не местные. У них здесь особо ничего не связывает. Они понимали, что лучше остаться в живых, не погибнуть, но уехать к бабушке, к дедушке или к тем родственникам, которые живут на территории Грузии. Поэтому они не сражались так, как сражались мы. Поэтому им не помогали так, как помогали нам наши братья с Северного Кавказа, с юга России, с Турции, с Сирии. Да со всего мира сюда к нам приехали. Немного, по 5, по 6, по 7 человек. Но сюда приезжали. Это составило такую сильную очень моральную сторону. Потому что победили-то в войне абхазы. В войне это очень важно. Победили абхазы. И вот наша молодежь должна об этом знать. У нас, конечно, было нарушено послевоенный такой уклад. Ведь война очень сильно нас всех поразила. Она поразила города наши души, внутреннее сознание. Ведь все как так или иначе было налажено, работало, все. И нам пришлось с нуля поднимать нашу республику. Лодка у нас на самом деле одна, другой лодки нету. И вы знаете, дело не в волне. Волны, конечно, на море всегда они есть. Но самая большая может быть проблема в пробоине. И вот эта пробоина, если она даст течь, и если она будет развиваться, мы не сможем ее уже залатать. Потому что латать надо на берегу, надо готовиться на берегу. Перед тем, как лодка уходит в плавание, она готовится. Готовится команда, готовится сама лодка, парусы, продовольствие, все туда. Конечно, выбирается все правильно, маршрут. И вот тогда ты только отходишь. А если ты уже отошел, и там уже на месте начинаешь находить какие-то проблемы, ну ты не доплывешь. Мы все вместе можем погибнуть и утонуть в этом сложном мире, в этом сложном море. Вот. И плохо будет нам всем. Послевоенное время, помните, какое сложное у нас было? Как нам тяжело было выживать, когда была закрыта граница, когда невозможно было молодым людям перейти какую-то границу, выйти, понимаете? Сегодня ситуация, конечно, иная, но вызовы и проблемы остаются и продолжают оставаться очень высокие. Уровень угроз до сих пор у нас остается. Сейчас время для внутренней стабильности. Вот здесь встает на первый уровень, это внутренняя безопасность. Люди должны быть защищены, люди должны спокойно гулять по своему городу, по своей стране. Мы сами, жители Абхазии, туристы, приезжающие сюда, люди отдыхать. Страна должна быть безопасная. Нам нужно развитие, нам нужна поддержка. А поддержку нам может дать в нашем сегодняшнем мире только Россия. Понимаете? Вот, если мы будем продолжать развивать наши отношения динамично, если мы будем доказывать, что мы хорошие, надежные, правильные партнеры, в нас будут и дальше верить. Вот. И эффект от этого, конечно, будет больше. Я очень самокритичен. Конечно же, когда я вижу, что я сделал не так, как я должен сделать, я начинаю над этим работать. Считаю, что если себе прощать, то не будет движения, развития не будет. И можно очень многое потерять. Вот. Поэтому над собой, конечно, нужно очень серьезно и каждодневно работать, следить за своими действиями, поступками, словами. Вот. Все то, что ты делаешь, все то, что тебя окружает. Это нелегко. Конечно же, свои эмоции, как, наверное, у многих людей, надо сдерживать. И я стараюсь их сдерживать. Вот. Но есть ситуации, когда нужно проявить ситуацию. Без этого не получается. К сожалению, такие случаи тоже у меня в жизни бывали не раз. Вот. Но я делал это продуманно, я делал это с холодной головой,
и делал это уверенно. И не жалел об этом, то, что я на это пошел. Не люблю, когда люди обманывают. Вот. Все-таки лучше сказать правду, лучше сказать, какая она есть, легче потом уже. Мы же не можем постоянно носить маску на своем лице. Ведь эта маска следующего будет другого цвета будет. И что, каждый раз эту маску менять, постоянно снимать, одевать, снимать, одевать. Есть, конечно, люди, которые очень удобно за ней живут и им комфортно в этом плане. Вот. Мне, скажу так, не очень комфортно. Вот. И хочется все-таки проговорить с человеком, или ситуацию обговорить, или ее довести уже до логического завершения, если она имеет место, скажем так, какого-то завершения. Меня лично не предавали. Ситуации были непростые, несколько ситуаций в моей жизни, конечно, были непростые, о которых я сожалею. Это не было, конечно, предательство, это была ситуация, которая возникла, она так случилось, что она возникла. Если человек предал, он предаст, наверное, еще раз. Хочется верить, что этого не происходит, но он предаст все равно еще раз. И каждый раз люди и история подтверждает это. Конечно, изначально нужно желание, огромное желание служить в каких-то специальных подразделениях, вообще в органах правопорядка. Это очень важно. Вот. Но очень важно и знания. То есть, если ты обладаешь знаниями, если у тебя есть навыки, у тебя любое дело получится. В том числе в те мероприятия, которые выполняли мои друзья, мы все вместе выполняли. Ведь если ты плохо подготовился, то и дело ты завалишь. А это дело, если ты завалишь, оно сопряжено с потерями. Здесь ни в коем случае мы не должны были до этого доходить. Здесь важно готовиться очень грамотно, спокойно готовиться. И когда ты уже выполняешь какие-то действия, какую-то работу, действия выполняешь, она будет сама по себе идти легко. Конечно, это непросто, конечно, ты рискуешь своей жизнью, но ты противника победишь своими знаниями, своим упорством, своей наглостью, если нужно это, когда нужно это проявить. Вот. И силу духа, очень важно, сила духа очень важна в самом важном моменте. Если ты проявляешь это, то тогда у тебя все получается. Ребята подбираются на такую работу, на такую службу из немаленького количества, скажем так. То есть из 100 человек может только остаться служить, продолжать служить в таких серьезных подразделениях всего несколько человек. Они проходят не только собеседование, там и специальный учебный процесс, очень важное психологическое тестирование. Я бы тоже отмечал, и на госслужбе люди должны понимать, для чего они идут, могут они управлять людьми, могут они создать такую вот коллективную работу, могут ли они в разных стрессовых ситуациях себя и как они себя могут повести. Вот это очень важно, понимаете? Если на госслужбе ты что-то выполнил, у тебя не получилось, в принципе, можно через какое-то время исправить, или кто-то за тебя другой придет, тебя уволят за неэффективную работу, придет другой и исправит эту ситуацию. Но такие, как врач, такие, как военные, специальные подразделения, на ошибку у них права нет. Они должны готовы быть, подготовлены к вот таким вот мероприятиям. Я считаю, что нам надо наших детей отправлять в очень серьезные вузы, обучать их. И очень важно, чтобы эти люди потом находили здесь работу. Они практически применяли свое образование, уже перекладывали на навыки. Потому что без этого тоже, если ты практически не выполняешь то, что ты получил знания, эффекта от этого не будет. Поэтому... В стране социальных лифтов, как тебе туда выйти наверх, чтобы ты потом принимал решение? А вот здесь очень важно, о чем я говорил, необходимо подход, чтобы был не по каким-то родственным связям, по дружеским, а профессиональным. Ничего никто еще нового не выдумал.
Вот это, если мы сможем добиться, если сможем, а мы обязаны это сделать. Если у него нет знаний, нет достаточного опыта, не иди на госслужбу, понимай свой уровень и работай там, где ты все-таки лучше пригодишься своей стране, своей республике. Ведь правильно говорят, когда говорят, что ты дашь своей стране, что она мне даст. Не страна тебе должна дать, важно, что ты ей можешь дать. Вот это важно очень. А если выбор будет происходить по каким-то критериям, по нашим внутренним каким-то критериям, ну вот будем долго очень развиваться. Да, у нас, если взять 90-е годы и сегодня, в сегодняшнее время, конечно, лучше становится. Дороги, зарплаты немного, но скорость совершенно низкая. А могли бы мы сделать больше. Мы обязаны сделать лучше. Ведь люди наши заслуживают достойную жизнь, живя в таком красивом краю.